О его смелости слагают легенды, о подвиге снимают кино. Сегодня в Казани открыли мемориальную доску памяти героя Советского Союза Семена Васильевича Коновалова. В июле 1942-го его танк в одиночку перебил больше 20 немецких танков и бронемашин. После того Коновалов вместе с двумя выжившими танкистами прорвался через линию фронта на угнанной вражеской машине. История одного подвига в материале Сергея Хайдарова. Он никогда ничего не боялся и даже будучи раненым рвался на фронт. Таким вспоминают Семена Коновалова. Это мемориальная доска как напоминание о подвиге героя Советского Союза. На открытии присутствует и семья Семена Васильевича. Это был трудоголик, это был аккуратист, это человек, который за свою родную землю мог отдать даже жизнь. Мы родились вместе с ним в Верхнеустонском районе. Отец и мать его и мои были хлеборобы. Семен Васильевич был отличный человек. Он в городе Казани работал на разных предприятиях, где снискал уважение всего коллектива. В этом доме герой Советского Союза жил почти 30 лет, с 1961 по 1989 год. Сегодня о его подвигах говорят и те, кто посвятил изучению биографии Семена Коновалова почти всю жизнь. По газете только знал это о его судьбе. Ему присвоили звание Героя Советского Союза 31 марта 1943 года. Он ушел на фронт в 41-м, когда ему было всего 20, а уже в июле 42-го танк Коновалова в одиночку вступил в неравный бой против вражеской колонны. В ней было больше 30 машин. На окраине хутора в Ростовской области, заняв удобную позицию в слепой для противника зоне, отстреливались от врага. В скоротечном бою за 32 минуты боя подбил 22 танка, уничтожил 2 БТРа, 4 орудийных расчета, не считая живой силы противника. За 32 минуты боя, получив при этом 18 прямых попаданий в свою машину. Коновалову и еще двум его боевым товарищам удалось выжить. Скрываясь в лесу, танкисты наткнулись на отдыхающих немцев. Фашистов уничтожили, машину угнали. На немецком танке прорвались через фронт, поразив врага. Эта история легла в основу фильма «Несокрушимый», который вышел на большие экраны в прошлом году. Надо сказать огромнейшее спасибо создателям этого фильма, что они подняли на должный уровень подвиг отца. Память о Семене Коновалове будет жить вечно. О нем снимают кино, ведут архивы и разыскивают новые данные о его подвиге. Эта мемориальная доска уже вторая. Именем героя названы улицы. Вторая Владимирская улица в Казани в 2005 году была названа в честь легендарного советского танкиста. Семен Васильевич умер в 1989 году и похоронен в Казани на Дербышинском кладбище. Коновалов отставить! Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань.